Угля хватало на 2 недели, но вот вчера к нам буквально привез парень с города Токмак. Вот так уже много лет детский дом в Орловке ежедневно ждет помощи от добрых людей. Этих 5 тонн угля хватит, чтобы протянуть еще недели 3. Что будет, когда топливо закончится, неизвестно. Это все равно на кустарного производства. Из-за высоких тарифов от централизованного отопления Гульнара давно отказалась. Соорудили самодельную печь и жгут уголь. Так, говорит, она намного дешевле. Хотя обогреть здание в 2000 квадратов все равно непросто. Зато долги за электроэнергию и воду накопились. Сумма в $1000 для детдома неподъемна. Свет могут отрезать в любой момент, что было уже не раз. На сегодняшний день у нас вот по свету у нас задолженность 15 тысяч, и за воду и канализационные стоки 48 тысяч. Вот здесь у нас это склад, где находятся наши продукты. Это вот здесь вот это макароны, крупы различные. Здесь вот у нас растительное масло. Продуктов питания в интернате тоже осталось совсем немного. Гуманитарной помощи никто давно не оказывал. В здешней пекарне вынуждены печь хлеб не только для себя, но и на продажу, чтобы на выручку закупать муку. Больших булок мы 100 булок выпускаем, маленьких 80 булок. Из этих 80 получается 40 булок сюда для детей детского дома и 40 булок у нас на продажу. Но это чисто для того, чтобы вот мы могли сами себя немного обеспечить хлебом. Как дела, ребят? Хорошо. Из-за того, что детский дом является частным, государство учреждению не помогает вообще. Интернат не имеет никаких льгот на коммунальные услуги и вынужден платить по счетам как производственные предприятия. Власти давно предлагают и вовсе детский дом закрыть. Закрыть – это секундное дело, правильно? Легче им, для многих, это легче закрыть, нежели помочь. Вот они думают о решении проблемы закрыть. Но на самом деле, например, даже кто это говорит, они же не думают ни о детях, куда дальше пойдут эти дети. 40 воспитанников детского дома не знают, что уже совсем скоро могут остаться голодными и в холоде. Письма Деду Морозу они написать уже успели. И в новогоднюю ночь они по привычке будут ждать чуда. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. Настоящее время. Кыргызстан. Чуйская область.